Доброе утро, Якутия! Просыпайтесь вместе с программой «Утро Якутия» и заряжайтесь хорошим настроением. И пусть у вас сегодня обязательно все получится. А прежде чем начать вершить свои великие дела, позвольте мне ознакомить вас с самой необходимой информацией. Вы сразу же можете готовить и отправлять интересующие вас вопросы нашему гостю. Актуальную проблему стоп и ногтей мы поднимем вместе с врачом-подологом. Также узнаем о пользе клетчатки, посетим съезд коллекционеров и увидим уникальный экземпляр газеты «Известия» столетней давности. Все это и не только ждет вас в ближайший час. Оставайтесь с нами, будет интересно. 8 июня на календаре. Самое время узнать, какая погода у нас сегодня за окном, что нам утром сегодня взять: зонт или крем для загара. По данным Якутского гидрометеоцентра, в центральных районах температура воздуха в 6 часов утра составила 12-17 градусов со знаком плюс. В Заречной группе 15-19, в южных в это утро, в Нерюнгри плюс 12, в Алдане плюс 14. В Вилюйской группе от 12 до 13 выше 0, в Нижнеленских 13, в западных 13-14, а в Колым-Индигирской группе улусов в это утро прохладно в Чукурдахе плюс 1 градус. Плюс 12 в селе Хану. В Янских плюс 12, плюс 17, на северо-западе 1 градус в Тиксе, 7 градусов в Саскалахе и в Оленьке 11 градусов. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 19 градусов тепла. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер дует северный со скоростью 2 метра в секунду. В течение дня синоптики обещают день преимущественно без осадков. Ветер подует восточный с порывами от 2 до 7 метров в секунду. Днем столбик термометра зафиксирует 28-30 градусов со знаком плюс. Это утро мы предлагаем начать вам с зарядки, которую сделаем вместе со Светланой Кобяковой. Доброе утро, дорогие друзья! Приглашаю вас присоединиться к моей утренней зарядке. Итак, ноги поставили на ширину плеч, колени мягкие, поясницу расслабили, плечи положили на лопатки, свесили вниз, макушкой с едва заметным усилием тянемся вверх. Вспомните что-нибудь хорошее, внутренне улыбнитесь, и на этой волне начинаем нашу утреннюю зарядку. Хлопнули в ладошки, растерли. Растираем до ощущения тепла, нагнетаем энергию в ладони и этими разогретыми ладонями растираем, пробуждаем свое тело. Начинаем с ушных раковин. Растираем по периметру вверх, вниз, внутри уха поводили пальцем. И теперь растираем затылок, основание черепа, мышцы шеи сзади, по бокам, плечи. И переходим на плечевые суставы. Обязательно представляйте, как вы снимаете ладонями с суставов застойную энергию, стряхиваете ее на землю. До ощущения тепла растирайте все суставы, локтевые. И сейчас запястье стряхнули, другая рука. Хорошо. Теперь сжимаем руки в кулаки и вот этими костяшками без нажима взбадриваем позвоночник, растираем вниз до копчика, вверх, насколько идут руки. Нажим усиливаем и растираем спину, поясницу, таз. Ощущайте, как у вас пробуждается вся спина. Перевернули ладони к себе и до ощущения тепла растерли область почек, ребра, талию, живот и тазобедренные суставы. Стряхнули. Выставляем одну ногу вперед, растираем колени вокруг чашечки, по бокам, спереди, сзади. Стряхнули. Другая нога то же самое. Вокруг чашечки, по бокам, спереди, сзади. Стряхнули. И теперь чистим пальцы. Снимаем грязь, грязную энергию, которую мы собрали с суставов, и стряхиваем ее на землю. Держим, делаем довольно плотно. Одновременно массируем активные точки на наших пальцах. Растерли между пальцами. По паре раз достаточно. Взяли руки в замок, потянулись, выгнули спину. Спину назад тянем. И вдох. И на выдохе прогибаемся. Вдох. И на выдохе в сторону. Вдох. И на выдохе в другую.
Повернули корпус, таз тянем назад, руки вперед, ощущаем, как растягивается поясница. Вдох, на выдохе тянемся вверх. Вдох, на выдохе опять в сторону и расслабились. Делаем вдох и представляем, как вся гармоничная энергия земли и неба втекает в наше тело. Кладем эту энергию в область за пупком. Ладони можно сложить на пупок, можно прикрыть глаза и вспомните самый счастливый момент жизни. Внутренне улыбнитесь, наполняйте энергией вашей улыбки все свое тело, все пространство вокруг себя. Сияйте радостью, счастьем, любовью. Опускаем руки, приставляем левую ногу к правой. Хорошего дня, будьте здоровы и счастливы! Если сегодня для ваших родных и друзей какая-то особенная дата, можете воспользоваться нашим телеграм-каналом «Утро Якутии» и поздравить их со знаменательным событием. А сегодня есть еще один повод сделать это. Сегодня, 8 июня, отмечается День социального работника в России. Мы поздравляем всех трудящихся в социальных учреждениях, а также волонтеров. С датами и событиями этого дня мы ознакомимся далее. 8 июня – Всемирный день океанов, один из праздников ООН. Также сегодня День социального работника в России, День Республики Карелия и Всемирный день петербургских котов и кошек. По народному календарю, если комаров 8 июня много, то последние дни июня будут теплые, но дождливые. 8 июня 1869 года американец Айвс МакГафни запатентовал первый в мире пылесос. 8 июня 1909 года выпущен первый серийный автомобиль российского производства – двухместный Руссо Балт. 8 июня 1946 года основана Международная организация журналистов. Ее членами тогда стала 21 страна антигитлеровской коалиции. 8 июня 1948 года в южной части Урала запущен советский реактор для производства оружейного плутония. 8 июня 1625 года родился Джованни Кассини, итальянский и французский астроном. В этот день в 1810 году родился Роберт Шуман, немецкий композитор, пианист, педагог и музыкальный критик. 8 июня 1837 года родился Иван Крамской, русский живописец и художественный критик. В 1920 году в этот день появился на свет Иван Кожедуб, советский военный летчик и военный деятель, маршал авиации. 8 июня 1951 года родилась Бонни Тайлер, британская рок-певица. Именины в этот день празднуют Александр, Георгий, Давид, Егор, Елена, Иван, Карп, Макар и Юрий. Как мы уже отметили, сегодня День социального работника, человека, который выполняет особую благородную миссию в своей деятельности. Он имеет дело с беспомощными, за здоровье и жизнь которых он берет на себя моральную ответственность. Спасибо вам за любовь к людям, спасибо за благородный, самоотверженный труд. К этой дате наш коллега Сергей Козюра отправился в Чульманский дом-интернат в рамках проекта «Испытано на себе» и попробовал себя в роли волонтера. Давайте посмотрим, как это было. Начнем мы свое знакомство с домом-интернатом, с пищеблока, так как уже время подходит к обеду. Давайте сейчас познакомимся, как обстоят дела здесь, и, может быть, я буду полезен в чем-то. Нужно будет выдать по менюшкам. Вот завешиваем. 880 грамм. Это мы выдаем на выходные, на 3 дня. Вот подготовили всю продукцию. Есть как в Советском Союзе четверг, рыбный день. Или Нет, как-то у нас мы этого не придерживаемся, но не обязательно четверг, у нас это может быть вторник. Но все равно меню меняется: курица, мясо, рыба, да? Конечно. Вот сейчас мы будем делать пищу для людей, которые у нас не двигаются, лежат. Пищу мы принимаем протертую. Скольки разовое питание у вас тут в интернате? Ну, вообще у нас получается завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин и поздний ужин. То есть 6 раз прием пищи. Полностью сбалансированное все питание, и получают обязательно свежие овощи, свежие фрукты.
выпечку. Выпечку мы делаем сами. Ой, вот. Хвостик внутрь. Надо было сначала хвостик. Ничего страшного. Так. Он просто, по-моему, горячего не растопился. Чуть-чуть маленько вот на меня булочку. Ну да. Ну все, теперь все это дело отправляем в печь. Благословили. Будут вкусняшечки. Валентина Николаевна, даем мою хорошую кушать. Здравствуйте, здравствуйте. Приятного аппетита вам. Давай, моя зайка. И включим ему массаж. Сейчас. А нравятся такие процедуры? Конечно, нравится. Ну и полезно, да? И полезно, естественно. Вот, видите, что говорит? Как вы уже заметили, друзья, не было ни одного нарекания. Это как бы не бахвальство ради, не реклама этому дому-интернату, а чистейшей воды констатация факта. Очень спасибо. Пожалуйста. Дай Бог вам здоровья. И вам тоже. Побольше. Нет, вам побольше. Ну, вот такая выдалась смена. Прежде всего, хочется обратиться к волонтерам. То есть знаете, что здесь всегда нужны свободные руки, здесь всегда есть моменты, где помочь. Ну и как уже сказал сам персонал, что даже может быть не столько какой-то физической нагрузки, да, сколько порой не хватает именно пожилым общения. Так что если будет свободное время, наведайтесь сюда, сыграть партийку в шахматы с кем-то, в домино, послушать интересные истории, можно сказать, проявить такое, не знаю, не сочувствие, нет, а какое-то, немножко уделить времени и внимания. Вот внимание, наверное, то самое главное, чего не хватает. Более подробнее вы можете увидеть в дальнейших выпусках программы «Испытано на себе», которая выходит у нас в будни на телеканале «Якутия-24» в 18:15. Ну а мы прервемся на небольшую паузу и снова вернемся с последней и актуальной информацией. Так что оставайтесь с нами здесь, на телеканале «Якутия-24». В эфире новости. Доброе утро. Главный государственный санитарный врач Якутии Маргарита Игнатьева подписала постановление об отмене обязательной вакцинации против COVID-19. Новое постановление означает, что теперь отсутствие прививок от COVID-19 не повлечет за собой отстранение от работы отдельных категорий граждан. Сама же вакцинация как была добровольной для всех, так и остается. Отмечается, что через полгода после получения прививки и перенесенного заболевания иммунитет угасает, а через год он может пропасть совсем. Поэтому необходимо обязательно проходить ревакцинацию. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации будет принято новое постановление главного санитарного врача Якутии. Ряд регионов смогут получить дополнительное финансирование в текущем году на строительство детских садов с ясельными группами для малышей от 1,5 до 3 лет. Деньги направят в 4 региона. Это Республика Башкортостан, Амурская, Калининградская и Московская области. За счет федеральных средств планируется построить новые здания или приобрести готовые помещения для детских садов с ясельными группами. Активная работа по реализации проектов началась в городах Нерюнгри, Алдан и поселке Серебряный Бор. В 37 городах и селах Якутии началось благоустройство дворов и мини-парков по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке». В республике в адресный перечень вошли 124 двора, из которых 75 в столице региона. Помимо дворов продолжается благоустройство и общественных пространств. В этом году будут завершены работы по второму этапу благоустройства парка имени Чиряева в Нерюнгри, парка в городе Тамот и экопарка «Золотой» на реке Ортосала в городе Алдан.
Общественный инспектор охраны природы Пантелеймон Егоров заключил договор с филиалом главрыбвод и получил разрешение на открытие лицензионного участка в Верхневилюйске. На этом участке можно будет ловить пескаря, сетра и другие виды речной рыбы. Путевки начнут оформлять после месячника 16 июня. Любительская рыбалка возможна от речки Тюкен до Харинского наслега, а лицензионный участок начинается под нефтебазой Харинского наслега и заканчивается под нефтебазой Намского наслега. Также выдается лицензия на рыбалку с сетью с любым видом ячеек. Каждая одноразовая путевка на 10 дней. В Нерюнгри уже 26 июня стартует первый этап чемпионата по интеллектуальным играм на призы главы района. Принять участие может любой желающий. Приглашаются трудовые коллективы, студенты, общественные организации. Главный приз – зимний экскурсионный тур в столицу республики. Идея провести такое мероприятие родилась в конце прошлого года. Организаторы коммерческого проекта интеллектуально-развлекательной игры «Квизатлон» провели маркетинговое исследование, которое показало, что около 80% респондентов не знают, где им реализовать свой интеллектуальный потенциал. В этом году он стартует впервые. Он пройдет с июня по декабрь. В декабре будет финальная игра. Он будет разделен на 5 этапов, то есть это будет 5 игр. Все это будет проходить в рамках квиз-игры, то есть викторины, которая строится на принципе вопрос-ответ. Но каждый этап будет обременен какой-то тематикой, да? То есть, к примеру, там тема, посвященная нерюнгринской промышленности, тема, посвященная столетию Якутской ССР, ну и так далее. Способов ухода за белыми кроссовками в домашних условиях хоть и отбавляй. Но какой из них самый действенный и надежный? Итак, начинаем операцию по возвращению в прошлое. Несомненно, кроссовки и кеды – популярная обувь в летний период. Однако самая большая проблема для многих любителей спортивной обуви – это чистка любимых, особенно белых кроссовок от грязи. Специально для всех любителей спортивной обуви мы собрали в наших советах 7 способов, которые помогут в домашних условиях отмыть любые белые кроссовки от въевшейся грязи. Для начала обувь нужно хорошенько очистить от сухой грязи и замочить в чистой холодной воде. Зубная паста – один из самых действенных способов отмыть белую подошву. При появлении пятен рекомендуют использовать зубную пасту, лучше всего отбеливающую, и при помощи щетки с жестким ворсом почистить поверхность. При сильном загрязнении лучше оставить обувь на 20 минут и смыть состав водой. Пищевая сода и уксус. Народный способ очищения чего угодно в домашних условиях. Есть 3 варианта применения этого метода. Первый. Протрите подошву раствором уксуса и воды в соотношении 1:3. Второй способ. Приготовьте состав из уксуса и соды в соотношении 1,5:1 и нанесите его на подошву и протрите. Для достижения максимального эффекта дождитесь, когда смесь подсохнет, а затем смойте теплой водой. Третий способ. Натрите загрязнение содой с помощью влажной щетки, очищая от грязи все выемки на резине, после чего все снова смойте водой. Перекись водорода. Живительный раствор не только для нашей кожи, но и для белой подошвы. Обработайте проблемные участки 3% перекисью водорода. Как обещают, это чудо-средство поможет вернуть обуви белый цвет и удалить желтые пятна. Посмотрим. Мицеллярная вода. Средство для снятия макияжа тоже можно использовать не по назначению. Оно хорошо подходит для удаления небольших пятен с белой подошвы кроссовок. Достаточно лишь смочить мицеллярной водой ватный диск и протереть загрязнение. Пятновыводитель. Самый простой способ взять отбеливатель. Он поможет вернуться кроссовкам в идеальное состояние и справиться даже с пятнами от травы. Есть 2 варианта. Первый – нанести пятновыводитель на загрязненную поверхность и потереть щеткой. Эффект не заставит ждать. И второй – нужно смешать отбеливатель с водой в соотношении 1:2. Оставьте своих любимчиков и проверьте спустя час, очистилась ли ваша подошва. Если нет, подождите еще некоторое время. Единственный минус – это характерный запах. Кроме того, есть риск повредить подошву. Поэтому перед тем, как наносить состав, сделайте экспресс-тест на небольшом участке поверхности. Если все хорошо, то действуйте. Подведем итог.
Конечно, сейчас существует масса профессиональных средств для чистки белой обуви. Но если вы все-таки решились на этот смелый эксперимент самостоятельно в домашних условиях, то главное помните, что все зависит от степени загрязнения. И нужно учесть, что если на кроссовках присутствует несколько оттенков цветовой гаммы, следует быть осторожным. Отбеливание ткани в этом случае может навредить, так как обувь потеряет свой цвет. И еще хуже, цветная ткань полиняет и внешний вид изделия испортится. Осторожно нужно отмывать обувь, на которой присутствуют металлические элементы, так как после попадания на них воды они могут заржаветь. Ну а наш эксперимент доказал, что зубная паста и пятновыводитель спасли кроссовки нашего редактора. И результат, как говорится, налицо, а в нашем случае на ногах. Кроссовки, конечно, во многом хороши, нежели узкие туфли на каблуках. Последние, кстати, не рекомендуется носить часто, иначе велика вероятность заработать себе серьезные патологии. Что нужно знать о медицинском педикюре? Кому достаточно планового визита в салон красоты к нейл-специалисту, а кому прямая дорога к подологу с медицинским образованием и особым знаниями о проблемах стоп и ногтей? Сегодня в нашей студии врач-подолог Никита Евсеев, с которым мы обо всем этом подробнее и поговорим. Доброе утро, Никита. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, когда все-таки стоит обратиться к врачу-подологу? Ну, я могу сказать, когда уже обращаются, то есть и до чего обычно допускают. Наиболее частые проблемы, понятно, это вросший ноготь, то есть здесь все возраста абсолютно под эту категорию могут попадать. И очень часто, особенно в случае с женщинами, это бывает, и с мужчинами, конечно, тоже, но все-таки чаще страдают этим женщины. То есть это тогда, когда ногтевая пластина отходит от ногтевого ложа, или также это называется анихолизис. В любом случае, если вы видите какие-то отклонения от нормы, то, что у вас поменялось, может быть, цвет ногтевой пластины, ее форма, если испытываете какой-то дискомфорт в каких-то областях стопы, то в любом случае, конечно, можно прийти на консультацию к подологу. Давайте для того, чтобы расширить или сузить круг наших вопросов, врач-подолог, вот его спецификации, что именно входит? Это как раз-таки болезнь вообще всей стопы и каких-то отклонений от нормы, или это же все-таки то, что касается ногтевой пластины? Вопрос очень интересный, особенно в случае того, как это происходит в России. Если, например, мы возьмем Европу, то там действительно есть целое направление, которое называется подология. В общем-то, оттуда это все и пришло к нам сюда. И то там, конечно, действительно есть узкие специалисты, действительно врачи в этом направлении, есть люди со средним медицинским образованием, которые учатся конкретно именно только в этом направлении. То есть, так как у нас, например, медицинский колледж, там учатся, например, на медбрата, на медсестру, то вот там у них есть целое направление такое, подготовят средний медперсонал, и есть, конечно, и врачи. То есть, почему, например, ортопед может стать подологом запросто, да? Это не одно и то же? Не совсем. Потому что если взять, например, ортопедию у нас, это вряд ли будет врач-ортопед, если только он сам не пойдет и не захочет этому научиться, владеть, например, техниками аппаратного педикюра. А подолог это должен уметь. То есть у него разные техники должны присутствовать. А в случае с Россией тут немного все посложнее, потому что очень много сейчас курсов, есть неплохие, конечно, школы, где готовят, в принципе, неплохих специалистов, преподают, конечно, врачи, но обучиться там может, по сути, любой желающий, то есть любой, например, из той же нейл-индустрии, захотел он немного углубиться, он пошел, отучился и стал заниматься подологией. Опять же, в узком смысле этого слова. То есть он может научиться там заниматься актонексией, то есть ставить какие-то корректирующие системы, там разные виды их бывают. Но понятное дело, то есть когда проблема касается чего-то более сложного, то в таких случаях тут уже компетенция врача.
наступает. И поэтому в случае с Россией все-таки тут больше работа идет, скажем так, в тандеме. То есть есть темы, которых подолог может касаться самостоятельно и консультировать как-то. Он может на ранней стадии, возможно, выявлять какие-то проблемы у пациента. Но существует некая грань, где его полномочия заканчиваются, и он начинает работать, например, в тандеме с врачом. А врачи могут быть совершенно разных категорий, то есть и специализации. То есть он может работать, например, с врачом-дерматологом, или врачом-микологом, или врачом-хирургом. То есть когда какая-то сложная ситуация с вросшим ногтем. А вот причины возникновения вросшего ногтя, они откуда возникают? Тема достаточно опять обширная и интересная. И, вообще говоря об этой проблеме, мы все равно уходим как своими корнями, назовем это так, в наследственность, в генетику, потому что нам в любом случае от родителей, может быть, от бабушек, от дедушек достается сама форма стопы, понятное дело, как она формируется, форма ногтя, форма ногтевого ложа, по которому этот ноготь формируется, форма, глубина, длина валиков и так далее. И есть люди с таким типом стопы и ногтей, которые, очень нужно постараться для того, чтобы появилась проблема вырастания. То есть у меня, например, вот есть знакомые, то есть те, кто занимается футболом, вот он всю жизнь футболом занимается, он миллион раз травмировал. И этой проблемой никогда не страдал, да? То есть у него за сезон 2 раза сходят ногти с ног на больших пальцах, но тем не менее никаких проблем у него с врастанием не происходило. А есть люди, которым, я не знаю, чуть меньше повезло, может быть, у них форма ногтевой пластины, может быть такая более арочная, не плоская, например, а валики будут глубокие, и ноготь этот туда посажен глубже. И если за таким ногтем правильно ухаживать, то есть правильный уход, понятное дело, туда входит гигиена и то, как вы, естественно, обрабатываете ногтевую пластину, то, в принципе, и с таким ногтем можно жить спокойно всю жизнь, и никаких проблем может и не произойти. А вот как правильно ухаживать за ногтями именно на ногах? То есть ли какая-то определенная длина, как-то техника, как подстригать ногти на ногах? Чуть подлиннее, покороче? Есть определенные стандарты. В течение какого времени, как часто это делать? Частота зависит от того, с какой скоростью растет ноготь. Есть, конечно, средний, то есть параметр, то есть он там 2-3 миллиметра, он в месяц может отрастать, но эта цифра, она может меняться в зависимости от того, есть ли какая-то патология, от возраста, то есть у детей, например, быстрее ногти могут расти, у взрослых чуть медленнее, люди, то есть старшего возраста там, то есть совсем медленно могут ногти расти. Если существует какая-то травматика, то там ноготь, то есть вообще может, я не знаю, по полмиллиметра, дай бог, если он в месяц отрастет, или то в 2 месяца. То есть по-разному. Соответственно, и то, как часто вы будете подстригать, тоже это все будет варьироваться. Как правильно, есть определенные нормы, скажем так, но опять же они могут меняться в зависимости от того, какая форма ногтевой пластины. Вообще есть, то есть общепринятые стандарты, то есть вы стрижете прямо, и, понятное дело, если вы подстригли прямо, то по краям вы в любом случае сделаете угол 90 градусов. И вот эти вот ошибка как раз в том заключается, особенно когда начинают дети сами добираться до своих ногтей, то есть там в 10-12 лет, то есть мама уже может им не стричь, они начинают сами лезть туда, и они начинают очень глубоко, особенно это страшно тогда, когда глубокий валик, и ноготь туда сильно посажен. Он может быть глубокий, но он открытый еще пока, во всяком случае. И ребенок начинает стричь очень глубоко. Тем самым он этот угол формирует. Закругляя его. Да даже не закругляя. Закруглять, то есть правильно, то, что мы говорили, правильно, это вот вы подстригли прямо, и вот этот уголок здесь слегка скруглили, то есть совсем немножко убрали. Ошибка это тогда, когда обстригают глубоко, заходя уже в зону валика.
И, конечно, оттуда начинается проблема. А там подключается уже и обувь, если это в случае с подростками. В случае с женщинами это вообще отдельная история. Большое спасибо вам, Никита, друзья. Но сейчас в период лета, конечно же, берегите свои ногти, правильно стригите ногти свои. Конечно же, выбирайте удобную обувь, а мы двигаемся далее. Если была бы такая волшебная таблетка, которая могла бы защитить от многих болезней, увеличить продолжительность жизни, сделать кожу чистой и посвежевшей, избавить от чувства голода, а также помочь обрести желаемую стройность. К сожалению, фармакологические индустрии не знают таких средств, но сама природа подарила нам его. Речь сейчас идет о клетчатке. Клетчатка является сложным углеводом, который мы можем получить из большинства растительных продуктов. Растворимая клетчатка сравнивается с губкой, благодаря ее свойствам поглощать воду и превращаться в желудочно-кишечном тракте в желеобразное вещество. Самые известные типы растворимой клетчатки – это пектин, фруктаны и камедь. Первый есть в ягодах, цитрусовых и других фруктах, моркови, цветной капусте, картофеле. Вторых много в зернах ячменя и пшеницы, топинамбуре, а третий содержится в овсяной каше. Нерастворимая клетчатка, которую называют также грубыми волокнами, не впитывается в воду, поэтому имеет свойство выводиться из организма в неизменном виде. Она способствует сокращению пищеварительного тракта и улучшает перистальтику, тем самым обеспечивая ежедневное опорожнение кишечника. Нерастворимая клетчатка – это лигнин и целлюлоза. Она содержится в кожуре овощей, фруктах, орехах, злаках, зелени и бобовых. Клетчатка нормализует обмен веществ, улучшает работу кишечника и помогает справляться с запорами. Доказано, что пищевые волокна помогают справляться с приступами голода, так как усваиваются медленно и дарят чувство сытости надолго. Чтобы увеличить процент клетчатки в продукте, нужно готовить картофель в кожуре, заменить белый хлеб, макароны и рис на их цельнозерновые аналоги, выбирать на завтрак каши с высоким содержанием клетчатки, например, овсянку, добавлять в салаты карри, нут, фасоль или чечевицу, перекусывать свежими фруктами или орехами, добавляйте в салаты или готовые горячие семена льна и кунжут. Пользуйтесь правилом здоровой тарелки. Это значит, что в каждой вашей тарелке должно быть 50% овощей и фруктов. Увеличивайте количество клетчатки постепенно, чтобы с непривычки не было метеоризма, нарушения стула и боли в животе. Начинайте с завтрака, через несколько дней измените обед и так далее. И да, я против низкоуглеводных диет, будьте здоровы! Уникальный экземпляр газеты «Известия» столетней давности, где напечатано постановление об образовании якутской автономии, передан в Национальную библиотеку. Даже опытные библиотечные работники удивлены ее хорошей сохранности, поскольку из всех видов документов газета одна из наиболее хрупких. После долгих поисков, благодаря проведенной кропотливой работе, удалось найти и привезти в Якутию поистине уникальный исторический документ, связанный с историей появления автономной Якутии. Глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев передал Национальной библиотеке печатный экземпляр газеты «Известия» от 10 мая 1922 года. В номере опубликовано постановление Президиума Всероссийского Центрального исполнительного комитета об образовании автономной Якутской социалистической Советской Республики за подписью председателя ВЦИК Михаила Калинина. Вот здесь как раз после его уже печатания, считается, документ уже вступил в силу, как и до сих пор. Образовать с административным центром в городе Якутске. Газета «Известия» стала регулярно поступать в Якутск только с 1923 года. Поиск исторического номера велся сотрудниками библиотеки длительное время. Когда я начинал работать над книгой-сборником «Они основали республику», я обратился в библиотеку нашу национальную. Есть ли номер газеты «Известия» с постановлением ВЦИК, Президиума ВЦИК о образовании Якутской АССР. И тогда Сарглана Васильевна стала искать, вот, оказывается, у нас, говорит, нету, да, и потом мы еще обращались в другие библиотеки, пока, значит, но тут проблема была в том, что мы не знали точную дату публикации
в газете «Известия», потому что мы знали, что все важнейшие документы должны быть опубликованы в газете. И была задача найти дату публикации нашего постановления. Это оригинал газеты «Известия», очень важного документа для истории государственности республики. Я думаю, что вся общественность республики, библиотекари, историки, ученые, которые занимаются историей и развитием государственности, сегодня имеют возможность увидеть в оригинале этот уникальный документ. Он будет сохранен на все, как говорится, века для настоящих и будущих поколений нашей республики. Уникальный номер газеты, опубликованный 10 мая 1922 года, уже оцифрован и доступен в нашей электронной библиотеке. Это, конечно, замечательная и удивительная находка к столетней дате, к столетнему юбилею образования якутской автономии. И радует то, что сейчас этот исторический документ находится в открытом доступе в электронной библиотеке, и каждый желающий с ним может ознакомиться из любой точки мира. А мы продолжаем постоянную рубрику, посвященную этой знаменательной дате. И сегодня речь пойдет о системе образования в Якутии в 60-е и 70-е годы прошлого столетия. О том, какую роль она сыграла в развитии республики. К началу 60-х годов школ в Якутской АСР не то что было мало, но все равно то количество школ, которое имелось, оно не могло в полной мере охватить те потребности народного хозяйства. И поэтому в начале 60-х годов у нас происходит сначала переход на обязательное 8-летнее образование, потом уже переход на обязательное всеобщее среднее образование. И если говорить по количеству учащихся, за весь период 60-х, 80-х годов, то есть когда республикой руководил Гаврил Васильевич Черяев, потом Юрий Николаевич Прокопьев, у нас количество обучающихся в школах возросло на 110 тысяч человек. К 80-м годам в республике насчитывалось уже до 700 школ, то есть в городах, в селах, во всех районах республики. И к этому же времени практически в этих школах обучалось 175 тысяч детей. То есть мы говорим о том, что почти каждый пятый житель Якутии получал среднее образование. Если переходить к теме профтехучилищ, то стоит отметить, что к началу 60-х годов в Якутии не было даже собственного управления профтехобразования. И поэтому в 1964 году по инициативе руководства нашей республики, вообще всех заинтересованных лиц, у нас происходит переход части профтехучилищ, которые ранее были подчинены Иркутскому управлению профтехобразования, и у нас появляются первые 11 таких учреждений. Затем их количество будет возрастать, и к 1986 году, то есть практически спустя почти 20 лет, количество профтехучилищ у нас сильно возросло, и в них обучалось уже около 10 тысяч человек. Это, конечно, позволило восполнить пробелы на предприятиях, в том числе и в совхозах республики. А если мы будем переходить уже на уровень высшего образования, то, естественно, мы вспоминаем о том, что у нас в 1956 году открылся Якутский госуниверситет. В 70-е годы в университете обучалось примерно 6 тысяч человек. То есть каждый год было по 6 тысяч человек. То уже к началу 80-х годов это количество возросло до 8 тысяч человек. Ну, конечно, это по сравнению с нынешними временами не так много, но все равно это уже был большой прорыв. Весь этот процесс позволил нам обеспечить квалифицированными вообще кадрами все отрасли народного хозяйства республики, что в промышленности, что в сельском хозяйстве. Сегодня в цене все то, что связано с историей становления советского времени. На прошлой неделе в Доме дружбы народов имени Кулаковского прошел 6-й съезд коллекционеров республики, посвященный столетию образования якутской автономии. Марки, открытки, монетки и антиквариат. Вот, казалось бы, обычный значок, а предлагают за него несколько тысяч долларов. Возможно, именно такой же лежит у вас дома. А может быть, у вас есть еще какие-нибудь интересные вещи. Давайте об этом узнаем.
Шестой съезд коллекционеров в этом году стал долгожданным. На протяжении 2 лет из-за пандемии он проводился онлайн. Виртуальным мероприятием живое общение сложно заменить, ведь все-таки коллекционирование – это прежде всего потрогать, посмотреть и обменяться опытом с единомышленниками. Самая большая делегация приехала из Усалданского района. По словам руководителя клуба, в Улусе желающих коллекционеров с каждым годом становится все больше. Мы создали в 1994 году в Барагуанцах. Нас тогда вот 10 было, сейчас уже насчитывается около 50 коллекционеров. Например, нынче столетие ЯССР мы организовали очень большую выставку, где участвовало около 100 коллекционеров. На выставке представлены различного рода коллекции, начиная от значков и марок, заканчивая пакетами и колокольчиками. По мнению экспертов, самым необычным увлечением является коллекция Иннокентия Крылова, уроженца Усть-Алданского района. Он с самого детства собирает материалы, связанные с неопознанными летающими объектами и пришельцами. Но в основном тут все книги, вырезки, газетные, журналы. Я начал тогда. А потом уже стали появляться и книги. Вот я и собираю их, и читаю, и рассказываю. Ну а самой юной участницей съезда стала Мечия Сухова. В прошлом году она начала вышивать панно с портретами руководителей Якутии за 100 лет. На это ей понадобилось полгода. Самое примечательное, что в углу каждого портрета есть QR-код с более подробной информацией, а также с аудиогидом. Начала это все с Платона Алексеевича Аюнского и до нашего Эльдархана Айсена Сергеевича Николаева. В дальнейшем планирую тоже развивать свою коллекцию, тоже вышивать известных наших людей. С внушительной коллекцией приехал Андрей Афанасьевич. Он собирает значки Якутии. За 36 лет у него набралось 5000 штук. С теплотой и воодушевлением рассказывает, что на это хобби его подтолкнула мама и жена. Вытащили из шкафа значки. Мама говорит: а что значки вот эти здесь пылятся, почему не собираешь? Я говорю: не, я что, ребенок что ли, значки собирать? Александра Петровна, моя будущая жена, говорит: как ты, мать, не слушаешься, мама же сказала собирать. Ну, разобрали, там получилось 17 значков про Якутию. На выставку коллекционер привез только значки с геральдикой, но по его словам это не предел, есть у него заветная мечта. Хотелось бы у себя в коллекции заиметь 15 лет ЯССР. Очень трудно достижимая мечта, потому что если покупать, то это от 5 до 15 тысяч долларов. А представьте, это сколько? Один значок можно на квартиру обменять. На такое масштабное мероприятие съехалось около 200 коллекционеров со всех уголков республики. Центральное место съезда занимает специализированная выставка, посвященная столетию образования Якутской АССР. Здесь представлены памятные предметы коллекционирования, посвященные прежним юбилеям Якутии. А также есть раритетные и уникальные вещи. Например, женское седло из Верхоянского улуса. У каждой вещи есть своя уникальная история, связанная с тем или иным событием. Коллекционеры – это хранители культуры и обычаев, ведь главной задачей слета является развитие уважения и бережного отношения к истории, традициям республики и страны. Светлана Амосова, Артем Алексеев, Якутск. А прямо сейчас к нам присоединились наши новостные обозреватели с последними и актуальными новостями. В эфире новости. Доброе утро. С 1 июня в Якутии более 186 тысячам пенсионерам повышены пенсии. Пенсионный фонд с 1 июня проиндексировал на 10% выплаты. В эти дни пенсии в повышенных размерах доставляются всем получателям республики через почтовые отделения и банки. В связи с индексацией увеличены все виды пенсий, выплачиваемые пенсионным фондом. Это страховые и пенсии по государственному обеспечению, включая социальные. В Республике Саха с 1 июня 2022 года средний размер социальных пенсий увеличен на 1435 рублей и составил 15 718 рублей. Средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров увеличен на 26 010 рублей и составил 28 945 рублей. Июньская индексация проведена автоматически
и обращаться в пенсионный фонд не нужно. В Якутии в этом году сервисом поступления в ВУЗ онлайн смогут воспользоваться не только поступающие на бюджетные места абитуриенты. Если раньше заявления онлайн принимали только на бюджетные места, то сегодня опция доступна для всех поступающих на бюджет и вне бюджет, на целевые и льготные места. Таким образом, больше выпускников смогут подать документы на поступление в ВУЗ через портал госуслуг. Через госуслуги с помощью сервиса поступления в ВУЗ онлайн заявления абитуриентов будут принимать 900 российских вузов и филиалов. Более 30 художественных руководителей театров подтвердили участие в первом конгрессе национальных театров России, который пройдет в Якутске в июне этого года. Мероприятия пройдут с 23 по 25 июня. Помимо конгресса, в эти даты запланированы Дни Александрийского театра. В программе спектакль «Женитьба». Осенью Саха академический театр в качестве обмена визитом примет участие в фестивале Александрийского театра. Якутский фильм «Дюлур Масс Рестлинг» занимает первую строчку в стране по средним сборам, а также по среднему количеству зрителей на сеанс за последнюю неделю. Картина о национальном виде спорта за сеанс собирает 18 зрителей. Согласно статистике единой автоматизированной информационной системы, за период со 2 по 7 июня фильм «Дюлур Масс Рестлинг» обошел все другие фильмы в прокате по России. Всего якутский фильм показали 596 раз в 98 кинотеатрах. Картина стартовала в широком прокате 2 июня и за все это время собрала почти 3,5 миллиона рублей. С 12 по 18 июня в Якутске пройдет чемпионат Дальнего Востока по боксу. Лучшие мастера кожаной перчатки приедут в Якутск, чтобы сойтись в схватках на ринге. Также ожидаются визиты гостей. В том числе приедет главный тренер сборной России Виктор Фахрудинов, чемпион мира среди профессионалов Денис Лебедев и олимпийский чемпион Рахим Чекиев. В Якутске чемпионы проведут мастер-классы для боксеров, а для поклонников этого вида спорта будет организована автограф-сессия. В сборную республики вошли 42 человека. Это именитые боксеры и те, для кого данный чемпионат станет первым в спортивной карьере. На этом у нас все. Хорошего дня. Феоктист Алексеев – один из самых востребованных дизайнеров России. Работает в направлении фотоманипуляция. Работу феоктиста заметил даже сам Конор Макгрегор, после чего крупнейшие организации смешанных единоборств ММА в мире предложили якутянину сотрудничество. Также феоктист известен созданной графической пародией на популярный сериал «Игра в кальмара». В прошлом году талантливый парень выпустил публикацию об образе Якутии будущего. Тем самым он хочет внести свою лепту в узнаваемость нашей Родины. Чтобы вдохновиться, например, будущее режиссеру, который когда-либо снимут фильм о Якутии будущего, или голливудский фильм, который будет снят на якутских ландшафтах. В этом году феоктист решил попробовать снова. А теперь давайте вместе представим, что всего на минуту мы оказались на улицах Якутска 2077 года. Дорогие жители города Якутск, приглашаю вас на праздник весны, который пройдет 25 июня 2077 года в Ус-Хатын. Дорогие телезрители, если вы узнали, какие именно улицы нашего города были запечатлены, то, конечно же, пишите нам в наши социальные сети. А я напомню, что в эти выходные в Москве завершился всероссийский конкурс красоты и талантлив для замужних женщин «Миссис Россия Мира-2022». В этом году в конкурсе приняли участие 70 женщин со всей страны, победители и призеры региональных конкурсов. Якутию в конкурсе представили сразу 3 девушки –
участницы конкурса красоты «Миссис Алдан Якутия-2022. По итогам конкурса 4-я «Миссис России Классик» стала Надежда Абрамова. Дарья Мельник получила титул «Народной мисс», а титул Гран-при «Миссис Россия» мира завоевала Зарьяна Юмшанова. И красавица сегодня в нашей студии. Доброе утро! Доброе утро! Расскажите, пожалуйста, во-первых, мы вас поздравляем с победой. Мы знаем, что вы только вчера приехали обратно на нашу родину, на свою родину. Вы изначально верили в свою победу? И вообще, что вас подвигло участвовать в этом конкурсе? Изначально я, шла за победой. Для меня огромная честь было выступить, представить Республику Саха-Якутия. И вот этот шанс, который представился передо мной, я никак не могла упустить. И я с детства мечтала принимать участие в конкурсах красоты. И как раз мой региональный директор Василий Афанасьев, он мне предложил, и я непременно сразу согласилась. Угу. Как вы считаете, что вам еще помогло, кроме внутренней какой-то уверенности? Харизма. Харизма. Да, харизма, улыбка, уверенность в победу и поддержка моих земляков стала основной поддержкой для победы. А вот как вы решились на участие в таком конкурсе? Вы все-таки шли к этому? Я внутренне уже готова была участвовать именно на больших конкурсах. И когда мой региональный директор предложил, я сразу согласилась. Угу. Но это же конкурс, он получается для замужних, еще и мам. Вот как вас семья поддержала? Семья, у меня дочке 15 лет, и она сразу меня поддержала, согласилась, она так рада была. И сейчас она до сих пор не верит. Не верьте, и мама говорит, у тебя главный приз, говорит, ты выиграла. Я говорю, да, мама, выиграла, и она до сих пор не может поверить, и сейчас пересматривает прямой эфир, и для нее это огромный подарок. Кроме того, что ваша семья очень вами гордится, вся республика вами гордится, ведь это самая высокая награда за весь конкурс. Какое ваше дальнейшее будущее? В дальнейшем будете ли вы представлять не только нашу республику, но и всю страну на дальнейших конкурсах? Я буду представлять всю Россию. Это в декабре в Лас-Вегасе на конкурсе «Миссис Россия мира». А также сейчас есть еще, мы должны были изначально принимать участие также на «Миссис Вселенная», которая будет проходить 22 июня, вот в этом месяце, в Южной Корее. Мы получили уже визу на 2 года с моим региональным директором. И сейчас в связи с тем, что в 1 год невозможно принимать участие, то есть на 2 мировых конкурсах красоты, мы решили выбрать именно на «Миссис Мира» и в следующем году на «Миссис Вселенную». Угу. Какими качествами обладает та самая «Миссис Мира»? «Миссис Мира» — это в первую очередь любовь к людям, любовь к себе, уверенность, харизма, улыбка. Я не только на Гран-при выиграла, я еще все участницы проголосовали за меня как «Миссис Дружба». И у меня получилось 2 номинации. И, конечно же, дружелюбность. А завели ли какие-нибудь вы дружеские знакомства среди участниц? Да, вот это очень... Это для меня был огромный вклад. Я со всей России познакомилась с королевами, да, которые также предстали перед своим регионом, выиграли конкурсы. Я с ними так подружилась, мы подписались. И в дальнейшем они меня многие уже приглашают в разных городах России. А вот еще такой вопрос. Чем вы занимаетесь в обычной жизни? У меня есть агентство недвижимости «Вертикаль». Я являюсь учредителем, 2 офиса. А также сейчас 80% я занимаюсь именно преподаванием курсов международных. Это Access Bars, Access Festive и телесные процессы, то есть телесная практика. Я работаю лично, индивидуально с людьми, наставляю, направляю и духовный наставник. Ух ты! Вы еще не скрываете, что обладаете даром экстрасенсорики и общаетесь с тонким миром. Да. Можете рассказать об этом? Я очень тонко ощущаю тонкий мир, да, то есть мое восприятие на тонком уровне, это очень... Я общаюсь
с бестельными существами. Да, для меня уже это обычное дело. Я каждый день их вижу, общаюсь. И также именно с помощью своего дара я исцеляю души людей и людей. Помогло ли это вам как раз-таки во время участия? Видели ли вы свою победу дальнейшую? Я видела. Я видела себя уже в короне. И, конечно же, то, что вот тонкий мир показывает, и то, что вот земное, да, то есть здесь тоже огромное соучастие нужно, то есть требуется действие, конечно же, да. То есть если ты видишь это все в тонком мире, но если ты не действуешь здесь, в реальном мире, то это, возможно, можно не получить. Да, и поэтому все равно и в этой реальности, и в другой реальности они должны синхронно идти. У нас буквально несколько секунд до завершения нашего эфира, и нас смотрят многие телезрительницы со всей республики. Могли бы вы им пожелать что-нибудь такого, чтобы зарядить их как раз-таки красотой, энергией и уверенностью на весь день? Дорогие мои, всегда верьте в свою мечту, будьте уверены, идите к своей цели. Нет ничего невозможного. Если у вас внутри есть огромное сияние, огромное желание, и самое главное, действуйте. Выбирайте действовать, и весь мир для вас раскроется.